Капитану каждой команды по яблоку. Такой символ в этом году выбрали для ярмарки молодежных инициатив. После раздачи фруктов капитаны расходятся по станциям, где их ждут команды. Каждая получает маршрутный лист с перечнем объединений, подготовивших свои проекты для молодежи. Начинается игра «Аукцион молодежных проектов». Команды выполняют задания, получают баллы и некую игровую валюту. Девчонки сейчас отвечают на вопросы и играют очень интересную игру. Они зарабатывают баллы, потом, которые обменяют на всякие ценные призы. У них очень хорошо получается. В составе 60 команд участников игры – школьники, студенты, представители инициативных групп, воспитанники различных молодежных учреждений. В рамках еще ярмарки мы задаем загадки командам, японские традиционные. В меру загадка и интересно, и опасно. То есть, никак не отгадать, потому что слишком мало слов. На самом деле ответ простой, это просто аэробика. Мы представляем команду «Плетущий огонь», мы занимаемся фаер-шоу в нашем городе. Мы здесь представляем наше творчество и проводим заодно и ярмарку. Игра показала, что у нас в городе есть бурная молодежная жизнь. Было представлено очень много интересных проектов. Бич такой у общественных организаций, молодежных особенно, да, они что-то делают, но не любят об этом говорить. А сейчас время такое, что без пиара и вроде как никто о тебе и не узнает, какое бы хорошее дело ты ни делал. Пока команда играет, по соседству идут консультации специалистов. Как организовать свой бизнес, как найти общий язык с родителями и одноклассниками. В общем, обо всем, что волнует в молодом возрасте. А кому-то было интереснее познакомиться с чемпионкой мира по тайскому боксу Натальей Дичковой. Она – герой ток-шоу «Проекция». Нам сказали, что вы открываете бой или встречу каким-то удивительным танцем. Калинка-малинка. Расскажите историю. Если можно, станцуйте. Калинку-малинку я танцевала сейчас в Москве. Я на физвоз поступила, учиться. И всего за 2 месяца была 3 дня на учебе. И там были уроки русских танцев. Как только включили Калинку-малинку, я просто поняла, что я ухожу под нее. Как помочь молодежи реализовать их проекты, обсуждали участники круглого стола с участием администрации города. А завершением ярмарки стал аукцион, где участники игры могли обменять заработанные яблочные деньги на подарки от молодежных объединений.